О меценатстве и благотворительности можно говорить как о культуре владения богатством. В абхазском дворянстве было принято делиться и помогать. Неучастие состоятельных людей в благотворительных делах считалось плохим тоном. В современной Абхазии есть меценаты и благотворители, которые сознательно оказываются в тени. Их не так много, как хотелось бы, но их личные успехи в бизнесе они готовы использовать не только для своей семьи, но и для тех, кто нуждается в их поддержке. Бизнес с приставкой «социальный» в Абхазии не распространен широко. Филантропия чаще проявляется на уровне родственных и дружеских связей. Исследуя историю Абхазии, можно обнаружить, что благотворительностью и меценатством занимались абхазские дворяне. У абхазов коллективистская культура. Стремление к соблюдению коллективных обязанностей предполагает солидарность и ответственность перед родом, фамилией, соседством, что помогало выживать народу в тяжелые времена и двигаться вперед. Человек очень богатый, разбогател. По-абхазски, по абхазской жизненной философии считается, что это не только вот своим трудом, да, но считается, что это Бог ему дал. Не он сам. Он сам ты можешь работать и работать, но у тебя мало. Брекет нету, амшира нету, удачливости нету, как-то не получается. А у кому-то вот все у него получается, и ему Бог дал. Вот то, если он дал, нужно делиться. Предполагается, что с этим надо делиться. Ну, мы знаем даже в религии, например, в мусульманстве есть закят. Ты должен 10, допустим, ты достиг такого уровня богатства, что ты уже должен дать там 10% нуждающемуся. В абхазской культуре экологическое поведение предполагает, все имели скот, у всех было скотоводство, но у кого-то получалось, что у него, допустим, вот мелкий рогат, до 1000 голов у него. Вот так получилось. Он так хорошо трудился, и Бог благоволил ему. И он обязательно должен был вернуть, как только он достигал вот 1000, он обязательно должен был вернуть природе. Человек взял, волк возьмет, он должен был часть, 10% отдать. Ведь абхазы же тоже всегда имели в запасе, там, не знаю, какую-то часть хорошего продукта, да, и обязаны были иметь в запасе для того, что придет гость, родственники, его надо угостить и так далее. И они благотворили тогда, когда еще сами не имели особенно ничего. Ну и самое главное, что древние абхазы жили в ладу с природой. Они ведь брали от нее ровно столько, сколько ему нужно было употребить в течение года. Ну и плюсом возделывали землю, чтобы могли поменять то, чего у них нет. Это у нас в генетике, в нашей традиции, в нашем кодексе чести, Апсура, но заложено все это. Мы все в своей жизни проходим различные этапы жизнедеятельности. Те, кто с моего поколения прекрасно помнят советское, так сказать, хорошее время, где подавляющее большинство жили хорошо. Затем случилась война, и большее количество людей в Абхазии стали испытывать финансовую нужду. К 30 годам так случилось, что я стал предпринимателем в Москве, получалось зарабатывать, и после этого мне пришла мысль в голову, что это не случайно, и мне тоже необходимо кому-то помочь. Системно благотворительность в Абхазии стала развиваться с учреждением самого известного в нашей стране культурно-благотворительного фонда «Ашана», который собрал за 11 лет своей работы более 90 миллионов рублей. Его основатель, бизнесмен Беслан Шакаев, выстроил прозрачную и понятную систему отчетности фонда, завоевал доверие у населения. Оттого такие сборы и такое количество проплаченных курсов лечения детей. Вырабатывая основные принципы фонда, мы пришли к двум основным правилам. Первое – это для ведения благотворительного процесса мы постоянно хотели бы привлекать новых партнеров. На сегодняшний день их уже около 20. Второе основное правило – это то, что для ведения благотворительной деятельности будет идти всегда абсолютно прозрачно. Мы должны будем отчитываться за каждый полученный рубль. И вот такое вот доверие между нами с вами с помощью этих двух правил, высокое доверие, создало ошеломляющий эффект. Эффект того, что за 11 лет работы фонда мы сумели пролечить 385 детей, оплатили 573 курса лечения
и провели 250 благотворительных акций. У фонда Ашана есть постоянные партнеры, которые приходят на помощь по первому зову. Их имена не на слуху. Искренние личные мотивы могут трактоваться как пиар, поэтому непубличность абхазских филантропов – это их принципиальный выбор. Есть те из них, которые боятся, что люди подумают, что они там рекламируют себя, занимаясь благотворительностью. Есть категория меценатов и предпринимателей, которые вообще не публичны. И также сам факт занятости тоже имеет место быть, потому что они постоянно в делах, в разъезде, к любому интервью, к передаче нужно готовиться, выделять на это время. И мы с вами понимаем, что крупный предприниматель, бизнесмен, у него самый ценный ресурс – это время. Есть организации коммерческие, которые с фондом рядом уже все 11 лет, порядка 5-6 организаций, которые помогают нам с первого дня основания. Здесь важно отметить наших главных партнеров, компанию ООО «Премиум». У нас официальный партнер наша компания магазин «Харзаман», который также с первого дня с нами. В этом году они приняли решение стать главным партнером фонда. Пивоваренный завод, Гарант Банк тоже с нами с первого дня основания. Нас очень поддерживает Сухумбанк и другие организации, которые разными способами помогают нашему фонду. Есть организации, которые ежемесячно перечисляют по договору, по партнерскому соглашению на организацию лечения детей. А есть компании, которые нам предоставляют свои ресурсы. Путешественники в Средневековье пишут: ездим по Абхазии, да, были там дворянин такой-то, фамилии, князей называют фамилии. Они, говорят, особо не отличаются. Но у них чаще всего, может быть, там в хозяйстве, там есть чем накормить, может гостей принять, там 1000 человек. А так, даже в одежде особо не отличишь. Только оружие может быть дороже, чем у крестьян. Потом у него особые взаимоотношения с крестьянством, у него родство там молочное, его дети там воспитываются, да, ребенок растет в крестьянской семье, там другие отношения. И его обязанность была, он должен был защищать их интересы, защищать оружием, делиться, опекать их, если у него вдовы там были, сироты, если у них свадьба, похорон. То есть он должен был все время отдавать, все время подтверждать свой высокий статус. Поэтому он должен был все время опекать. И реально, на самом деле, случалось такое, что иногда он оказывался беднее какого-нибудь крестьянина, у которого там было стадо, не знаю, табуны лошадей и так далее, а у него, может, даже было меньше. Нужно было подтверждать свой статус. Свой статус, и для этого ты должен был все время отдавать. Вот, да, и с другой стороны, благодари берущего, как отдавали. Отдать, это же целая культура, как дать. Отдать так, чтобы не унизить другого. Вот по-абхазски говорят, даже табуб, ажахантоп. А табуб – это как я тебе всю жизнь должен. Обычно как абхазы благодарят? Вот ты оказал мне помощь, ты меценат, ты там благотворитель. Ухчка бзирин рехзат, бзира вакшат. Я, может, не верну. Пусть твоим детям это вернется. Пусть тебе вернется по-хорошему тебе это все. То есть, если тебе человек сказал табуб, ты обязательно должен ответить вагадуа табуат. Это не стоит благодарности. И вот это в меценатстве, вот эта анонимность, когда человек не пытается этим самоутвердиться. Анонимных доноров в своих отчетах фонд называет ангелами. Но что лучше, заниматься благотворительностью молча или на своем примере мотивировать остальных жертвовать толику? Существует такое мнение, что благотворительность, она должна быть невидимой, анонимной. Даже у нас у абхазов есть такая пословица, поговорка «бзия пацана дзият», что в переводе означает «сделай добро и брось в воду». Я понимаю смысл этого всего, но мы, как благотворительный фонд, который занимается сборами частных пожертвований, не можем это делать молча.
молча, потому что чем мы больше говорим и чем мы больше отчитываемся прозрачно, тем больше людей нас узнает и поддерживает. Если бы с первого дня мы не рассказывали бы о детях, которым нужна помощь, то об этих детях никто бы не узнал, и, соответственно, у нас не было бы таких результатов, которые есть сейчас. Это более 350 вылеченных детей, которые прошли более 400 курсов лечения в различных клиниках, медицинских центрах России и других стран. Поэтому, когда речь идет о фонде, который занимается сборами частных пожертвований, то об этом молчать, скрывать нельзя. Можно скрыть только в том случае, если сам меценат и благотворитель об этом попросил, и он делает анонимные пожертвования. У нас есть не часто, но периодически у нас есть несколько человек, анонимных благотворителей, которые осуществляют крупные пожертвования на лечение тяжелобольных людей и просят указывать в отчете их как аноним или же ангел. Мы обычно говорим за них, там, наши ангелы, наши анонимы, и в отчете часто можно увидеть вместо там имени и фамилии там наш аноним, либо наш ангел. Это те лица, которые попросили о них не писать нигде, и в том числе не указывать даже в отчете. В период пандемии нестабильность, сложная геополитическая ситуация не повлияли на благотворительные процессы в Абхазии. Народ не очерствел. Объемы помощи от простых граждан не сократились. Несмотря на мировые катаклизмы, которые происходят вокруг нас, в 2022 году мы собрали в 2 раза больше средств, чем в предыдущие годы. И в процентном соотношении у нас получается 60-70%, а то иногда 80% собирают люди, простые, обычные люди. А вот 20-30% это компании крупные, мелкие и средние предприниматели. Это говорит о том, что наши люди очень добрые, очень порядочные и очень сердобольные. То есть это парадокс того, что чем хуже им живется, тем больше они стараются помочь. То есть, конечно же, это достигается через то, что у нас очень высокий уровень доверия. Они видят всех наших сотрудников, они практически все те же самые девушки, пришедшие с Абхазского государственного университета. У нас нет проблем текучести кадров, и это очень важный вопрос. В фонде работают фанаты добра. Эти девушки в свое время бились за каждого ребенка и стояли рядом с родителями больных детей. Это очень важно. Люди это видят, понимают, доверяют, что очень важно, и, конечно же, благотворят. Сколько бы ни говорили, что мир очерствел, что люди раньше были более сердобольные, больше поддерживали и помогали друг другу, но деятельность таких фондов, как Ашана, Киараз, Баракят и другие, говорит об обратном, что люди все-таки помогают и поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях. Государство было слабое после войны. Мы что, когда у нас несчастье, кто-то болеет или похороны, это же все... Мы разве обращаемся в муниципалитет, купите нам гроб и так далее. Соседи сразу собираются, родственники сразу оказывают друг другу помощь. То, что мы называем гражданским обществом, это у нас есть взаимопомощь и помощь своим однофамильцам. Это все есть. И не только просто однофамильцы, просто обратите внимание, в Абхазии, вот вы посмотрите, значит, мы сохранили традицию до 21 века, вы найдете бомжей, реально, бомжей, бездомных. Вы посмотрите, нельзя к сирым и убогим относиться, смеяться над ними, запрещено религиозно, царством. К Марадоне как у нас относились? Пошли памятник чуть не, нельзя пародировать их царством, нельзя над ними смеяться. То есть, что в доме престарелых до сих пор почти нет наших стариков, это же тоже значит, у нас не было одиноких стариков, их забирали, если даже нет вообще родственников, их кто-то забирал к себе домой. Вот это все и есть, наверное, культура благотворительности, и мы небольшой народ, благодаря этому во все трудные времена бывают разные, военные, послевоенные, блокадные, какие у нас страшные времена.
мы умели помогать друг другу. Но я боюсь, что вот сейчас, например, случился ковид, я вот знаю, вот даже отдыхающие приезжие говорят, после ковида перестали останавливаться, подвозить людей. Ну, раньше больше было. Сразу после войны вообще все друг к другу. Культура эмпатии. Ему неудобно, он стоит под дождем, нет транспорта, войти в его положение. Случился ковид, и мы перестали, а завтра скажут, это не абхазская традиция. Деятельность благотворительных фондов в Абхазии регулируется законом. Собирать деньги на добрые дела может как юридическое лицо, так и отдельные граждане. При этом подотчетны налоговым органам только те, у кого есть сертификат от Минюста. На мой взгляд, в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Если говорить о плюсах, то когда экстренно нужна помощь человеку в той или иной ситуации, то без какой-либо бюрократии можно экстренно оказать помощь. Такую ситуацию мы наблюдали во время распространения пандемии коронавирусной инфекции, когда почти каждый второй организовывал сборы, помогал той или иной категории, собирали средства на карту физлица, помогали многодетным, малоимущим, одиноким пожилым людям и другим категориям. В этой ситуации, конечно, тот момент, что это жестко законом не регулируется, деятельность благотворительная, наверное, может, скорее всего, послужила положительно. Да? Если говорить об отрицательной стороне, на мой взгляд, это может стать такой лазейкой для нечистоплотных людей, мошенников, которые могут организовывать сборы на карты физлица, и при этом налоговые органы и никакие-либо государственные органы, согласно этому закону, не контролируют, не спрашивают, и он, получается, не подотчетен. И спокойно человек, либо группа лиц могут организовать сбор средств на свои личные карты, сказать, что они окажут помощь тому или иному лицу, но не в полном объеме могут оказать помощь. Скажем, они соберут определенную сумму, но окажут помощь на другую, при этом налоговый орган их не проверяет. Что касается сборов через ящики для пожертвований, тоже эта деятельность никак не регламентируется. Я, например, знаю организации, которые зарегистрированы на территории иностранного государства, но ставят свои ящики для сбора пожертвований на территории нашего и спокойно собирают средства, но при этом никто не знает, сколько средств было собрано этим способом, где они установлены, какой категории они помогли. То есть какая-то абстрактная, непонятная информация. Для меня, как для человека, который непосредственно работает в этой сфере, у меня возникает много вопросов и ко многим лицам частным, которые занимаются сборами. Я сейчас говорю именно о системной благотворительности. Есть категория лиц, которые оказывают разовую помощь, разовые сборы. Это может быть блогер, публичное лицо, которого попросили помочь какому-то тяжело больному ребенку или погорельцам. Он разовый сбор объявляет, он за это отчитывается и помогает. Это разовая история. Но есть группа лиц, которые в течение нескольких лет систематически организовывают сбор, то есть больше ничем не занимаются. Для меня, конечно, у меня возникает много вопросов и к таким лицам, и к организациям, в том числе официально зарегистрированным, которые не подотчетны. Возникает вопрос, на что они собрали, какая сумма была, где ежемесячные отчеты, где годовые отчеты. Информация абстрактная. Как разобраться, что фонд прозрачный, что все деньги, которые он, допустим, перечисляет, они пойдут по назначению? Вот на что нужно обратить внимание? В первую очередь, конечно, на открытость, отчетность и прозрачность. Фонд должен быть сайт, наверное, должен быть сайт. Если даже нет сайта, по определенным причинам должна быть страница. Это может быть страница в какой-либо соцсети, в которой там прикреплены ссылки на отчет. То есть это можно спокойно делать и без создания сайта. Это определенные условия нужно содержать, оплачивать, нужно
наполнять. Возможно, там, если организация молодая, нет на это ресурсов и кадров. Но в любом случае можно найти возможность даже на страницах в социальных сетях отчитываться так, чтобы это было понятно. Нужно показывать, если ты конкретно объявил сбор на человека, будь то ребенок, будь то взрослый, кому нужна помощь на лечение, ты должен показывать все способы сбора средств, какая сумма куда поступила. Если это банк, то на расчетный счет в банк. Если это карта, то на карту физлица. Какая сумма? То есть отчетность должна быть прозрачная, чтобы человек мог зайти, найти ту сумму, которую он пожертвовал, и дату в день, когда произошло пожертвование. Эти отчеты должны быть и ежемесячные, и годовые, и касаемо всех способов сбора пожертвований. Во всем мире социальное предпринимательство – это еще и возможности. Для людей и организаций, отдающих часть своей прибыли на благотворительность, предусмотрены налоговые льготы. Абхазии еще предстоит выработать механизмы стимулирования благотворительности. Наше государство молодое и постоянно не хватает, видимо, средств. Поэтому в виде налогов нас никто не стимулирует. Единственное, что у нас есть сертификат благотворительности. Нет какой-то стимуляции для того, чтобы мы оплачиваем офис, мы оплачиваем зарплату сотрудников, то есть это я и партнеры, которые в Абхазии находятся. Из этой части мы оплачиваем самостоятельно все. То есть мы абсолютно самодостаточны. Наши коммерческие организации, предприниматели, они занимаются благотворительностью без какой-либо выгоды. Они берут это из чистой прибыли, таким образом сокращая эту прибыль. Я считаю, что государство должно обратить внимание на бизнес, обязательно предоставить такие вычеты налоговые, преференции лицам, которые поддерживают некоммерческие организации, фонды. Таким образом, в принципе, это будет полезно как и самим предпринимателям, субъектам предпринимательской деятельности, некоммерческим организациям, так и государству, потому что если будут такие льготы, бизнес будет больше поддерживать некоммерческие организации могут делать и помогать больше, закрывать социальные вопросы, и это в конечном итоге также снимет нагрузку на государство. Усилия благотворителей и меценатов не могут заменить госорганы, которые должны заботиться об улучшении социального положения незащищенных граждан или развивать культурные проекты. Даже высокоразвитые, высокодоходные государства, они не способны решить всех социальных проблем в обществе. Поэтому существуют благотворительные фонды, и они приходят на помощь. Главное, чтобы государство способствовало развитию и реализации проектов этих благотворительных фондов, направленных, в частности, на решение тех или иных социальных вопросов. Но наше государство нам точно не мешает, помогает как может. На уровне, ощущается очень хорошая поддержка на уровне Министерства здравоохранения, особенно последние 2 года. Да? Более того, какой-то из проектов, которые мы вели, Министерство здравоохранения взяло себе. Это очень хороший положительный пример того, что было апробировано нами проект, он сработал положительно, и Минздрав забрал его себе. Мы просто счастливы, что у нас такой сложился симбиоз и такое взаимоотношение с Министерством здравоохранения. Благотворительные фонды, они ни в коем случае не должны заменять, в принципе, они не могут заменить государственные органы, они должны быть в дополнении, в помощь государству, в дополнении, в помощь государственным органам. Что касается Министерства здравоохранения, мы взаимодействуем очень плотно и хорошо. Например, если к нам
нам обратился тяжело больной ребенок, его родители, мы в первую очередь звоним к сотрудникам Министерства здравоохранения и спрашиваем, может ли Минздрав оказать помощь, есть ли клиники направить и так далее и тому подобное. Если Минздрав говорит, что может, мы перенаправляем. Если случай срочный и, скажем, там какие-то большие очереди или же какая-то клиника, с которой сотрудничает Минздрав, там отказывается по какой-то причине принять ребенка, только тогда мы подключаемся, открываем сбор средств и оказываем помощь тому или иному ребенку. Также мы очень плотно сотрудничаем с министерством. А когда мы реализовываем медицинские проекты, у нас есть замечательный проект, называется «Здоровое поколение», в рамках которого мы приглашаем различных специалистов из Российской Федерации, Армении, планируем расширять границы, да, тех государств, с которыми мы будем сотрудничать в рамках этого проекта. Врачи приезжают, они делятся своим опытом с местными врачами, проводят совместные операции, бесплатные приемы нашим несовершеннолетним гражданам, тем, кому нужна помощь, кому-то для профилактические осмотры проводят. И все это оплачивается нашим фондом, а население совершенно бесплатно получает помощь. Почему бизнес-сообщество Абхазии слабо вовлечено в благотворительные процессы? Традиции абхазского меценатства были прерваны в советские годы с разрушением частной собственности, объясняет Марина Барциц. В советское время 100 лет все-таки вот этого нивелирования, все типа одинаковые, да, фактически нету. Вот. Потом вдруг резко случился капитализм, и первый капитал часто оказывается какой-то не очень честный. Нестор Лакоба, он же фактически говорил, что благодаря им республика процветает тоже. Да? Он защищал это дворянство. Он говорил, у нас особые условия, специфические. Его, когда вызывали на ковер, я не могу их репрессировать. Хотя какие-то случаи были, он не всех мог защитить. Мы исключение. Мы исключение в том советском пространстве. Вы знаете, что творилось на Северном Кавказе, катастрофа. Просто расстреливали их массово семьями и ссылали. У нас тоже такие ссылки были, но почти он мог, сколько мог, сохранил. Даже коллективизацию, он просто богатых крестьян. Но если у вас нет крестьянства, это было рабство советское. Какой богатый крестьянин, не то что просто богатого крестьянина не стало. Кто как? Только взаимопомощь. Я тебе, вот сейчас у тебя свадьба, там похороны, там болезни. Только взаимопомощь, солидарность. Наша проблема, вот я вижу сегодняшняя, очень резкое социальное расслоение и недоброжелательность основной массы ко многим разбогатевшим, не ко всем. Очень маленькое общество, все знают, как это разбогатеть. Если человек разбогател, стал чиновником, а чиновник по-абхазски мацую, тот, кто служит народу, нам, он пришел туда послужить нам. Ему оказали честь служить народу, а он пришел и эти ресурсы использовать для себя. И все знают источник этих доходов. И растет вот эта недоброжелательность, недоверие друг к другу. И иногда, часто, я даже боюсь за меценатов тоже иногда, когда человек делает один раз добро, второй, третий раз, а потом говорит, ну пусть делает, у него есть, у него лишнее. Это тоже важно. Мы их как благодарим? Мы им завидуем? Или если это своим честным трудом, это совершенно другое отношение. Своим трудом и тем, что Бог, значит, его благословил, и он хочет делиться. Делать добро, сеять добро, то есть рост авторитета. Авторитетность же отсюда идет. Вообще институт же старших предполагает, что даже вот в Турции это хорошо сохранилось, Апсура, вот идет группа людей, куда-то поездка. Самый старший не просто его больше уважать надо, он должен за всех платить, он должен, то есть ты должен свой статус старшего поддерживать и вот этой брать на себя больше ответственности. Это рост твоего авторитета. Беслан Шакай уверен, что доверие и профессионализм являются ключевыми факторами результативного управления фондом, но не только им. Открытость и прозрачность – обязательные составляющие эффективного государственного управления. Каждая структура, неважно, это государственная или общественная, она обязана отчитываться перед народом публично за то, что она использует народные средства, народные ресурсы.
Ну, другого пути у нас просто нет. Именно таким образом мы сможем достичь высоких результатов, и это является, потому что доверие народа, единение народа, это является основой любого крепкого государства. В нашей стране, к сожалению, нет внутреннего консенсуса, и люди готовы давно к большим переменам. Но я никоим образом не хочу критиковать власти или же их оппонентов. Мне просто на примере фонда хотелось показать, какой можно достичь высокий уровень доверия через отчетность и прозрачность. Фонд – это просто инструмент на самом деле. Мы применяем различные методы отчетности и прозрачности для того, что мы пользуемся народными средствами в том числе. И существуют различные реальные современные способы применения этой прозрачности и отчетности. Например, если создать национальную государственную электронную площадку, да, через которую можно будет проводить торги, реализовать имущество, объявлять госзакупки, госконтракты через нее реализовывать. Это будет хороший, добрый шаг к тому, чтобы создать это доверие, но это параллельно создаст импульс для бизнеса, для малого и среднего бизнеса. Люди станут жить богаче, появятся новые рабочие места, обязательно понизится накал общества и, как следствие, не будут бегать по различным митингам. И самое главное, я хотел бы сказать, с учетом того, что в последнее время туристический тренд на Абхазию растет в геометрической прогрессии. Мы никакого морального права не имеем использовать то, что нам подарил Господь Бог. Это красивая, уникальная природа Абхазии, ее уникальные климатические условия. Мы просто обязаны, на мой взгляд, мы обязаны объединить все здоровые силы общества, консолидировать это самое общество, чтобы создать высокий уровень и качество обслуживания международного туризма, превратить его в международный туризм мирового уровня. Это все возможно сделать, но, конечно же, только через доверие народа. Быть может, это можно назвать национальной идеей. Страна у нас одна, проблемы одни, и мне всегда как-то не по себе, когда эти проблемы делят на государственные, общественные или на бизнес перекладывают. Это в любом случае ни государство одно не подтянет все проблемы, ни бизнес, ни коммерческие организации. Поэтому самое правильное и верное, конечно, объединить все усилия. Я часто в своей речи говорила именно о периоде, когда была пандемия, о ковидном периоде. Этот период очень четко показал, как здорово, когда все объединяют свои усилия, и бизнес, и общественные организации, и государства, и решают одну проблему. Это всегда эффективно. Я хочу сказать, что это должно быть не только в период каких-то вирусных инфекций, в период пандемии, такое должно быть всегда. Благотворительность – это международный тренд. Пусть доля абхазского бизнеса в общественных проектах не так высока, как хотелось бы, но есть одна особенность. Сумма пожертвования отдельного человека не важна. 100 рублей, помноженные на количество людей, которые присоединились к акции или сбору, делают погоду. А каждый благотворительный фонд ценит любую форму участия в желании изменить мир вокруг себя.